Здравствуйте, дорогие девятиклассники! С вами Симакова Дарья Андреевна. Приветствую вас на телеуроке русского языка. Сегодня речь пойдет о сложно сочиненных предложениях. Начать хочу со стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа увиданье, багрец и золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыханье, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. На прошлом уроке мы говорили о простых односоставных предложениях. В прочитанном мной отрывке мы видим два повествовательных, восклицательных, простых, односоставных, назывных, полных, распространенных, неосложненных предложения. Посмотрите на вторую часть пушкинского текста. Перед нами сложное предложение. Надеюсь, вы помните, что сложным называется предложение, состоящее из двух и более грамматических основ. В первой части говорится о красе. Это подлежащее. Что говорится о красе? Краса какова? Она приятна. Это сказуемое, выраженное кратким прилагательным. Во второй части говорится обо мне. Я – подлежащее. Люблю – сказуемое. Это простое предложение осложнено однородными дополнениями. Третья часть представляет собой односоставное назывное предложение, осложненное однородными подлежащими. Шум и дыхание. Четвертая часть – простое двусоставное предложение, подлежащее небеса, сказуемое покрыты, выражено кратким причастием. Пятая, шестая и седьмая части представляют собой простые односоставные назывные предложения. Схема этого сложного предложения выглядит так. В 9 классе нам с вами предстоит научиться различать основные виды сложных предложений и свободно использовать сложные предложения в устной и письменной речи. Сегодня на уроке ответим на вопросы. Какие виды сложных предложений называются сложно сочиненными в русском языке? Какие смысловые отношения устанавливаются между частями сложно сочиненного предложения? Почему осень вдохновляет художников слова? Рассмотрим предложение из стихотворения Николая Туроверова «Бабье лето». Это сложное предложение, потому что в нем две грамматические основы. Первая часть. От плодов, от солнечного света, на душе спокойней и ясней. Это безличное односоставное предложение. В нем говорится о состоянии души автора. Однородные сказуемые спокойней, ясней. Вторая часть. Простое двусоставное предложение. В нем говорится о лете. Лето – это подлежащее, выраженное существительным. Что говорится о лете? Оно приходит. Сказуемое приходит выражено глаголом. Между собой обе части соединены сочинительным, соединительным союзом «и». Сочинительные союзы – основное средство связи между частями в сложно сочиненном предложении. Собственно, сочинительные союзы и дали название этому типу сложных предложений, потому что они связывают части
таких сложных предложений. Части сложно сочиненных предложений равноправны между собой по смыслу и грамматически. Невозможно задать вопрос от одной части к другой. Части сложно сочиненного предложения можно поменять местами без ущерба для смысла предложения. Внимательно прочитайте текст и расставьте в нем пропущенные знаки препинания. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Проверяем. Перед нами сложно сочиненное предложение, части которого соединяет сочинительный, соединительный союз «и». Перед союзом «и» ставим запятую. Она разделяет части сложно сочиненного предложения. Вторая часть осложнена обособленным распространенным определением, выраженным причастным оборотом, который находится после определяемого слова «домики». Поэтому следует поставить запятые. Проверим, как вы расставили знаки во втором предложении. Это предложение сложно сочиненное сочинительным соединительным союзом «и». Между частями перед союзом «и» следует поставить запятую. Кроме того, вторая часть этого предложения осложнена однородными простыми глагольными сказуемыми «льнули», «трепетали», «бились», однородными деепричастиями «шепча», «жалуясь» и распространенным обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом, разметавшись в разные стороны. В зависимости от вида сочинительного союза, который связывает части предложения, все сложно сочиненные предложения делятся на три основных разряда. Сложно сочиненные предложения с соединительными союзами, сложно подчиненные предложения с разделительными союзами и сложно сочиненные предложения с противительными союзами. Сложно сочиненное предложение с соединительными союзами – это такое сложное предложение, в котором два или более простых предложений связаны с соединительными союзами и интонацией. Соединительные союзы. И, да в значении и, ни, повторяющийся союз, тоже, также. Смысловая связь простых предложений, объединенных в сложное, различна. Они могут передавать явления, происходящие одновременно. Облака виснут, и полоса виднеется. События происходят в один момент времени. А также явления, происходящие последовательно. В предложении «Прогуливаясь в опустевшей осенней роще, я громко крикнул, и мне ответило эхо». Второе явление следует за первым. Или они могут выражать причинно-следственные отношения. Дождь лил как из ведра, и вследствие этого, по причине того, что дождь лил как из ведра, было неуютно и скучно. Обратите внимание, союзы тоже также могут располагаться внутри второй части сложно сочиненного предложения. Как отличить союз от местоимения или наречия
с частицей «же». К союзу нельзя задать вопрос. Союз не является членом предложения, и его можно убрать из предложения без ущерба для смысла. Союз пишется слитно. Обратите внимание, в первом примере сочинительный союз «тоже» употреблен в значении союза «и». Листопад прекратился, ветер тоже затих. Листопад прекратился, и ветер затих. Во втором примере «то» – это указательное местоимение, «же» – частица. Сегодня я надену то же демисезонное пальто. В предложении «Мой друг едет на экскурсию в городской ботанический сад, я также собираюсь» также союз, близкий по значению к союзу «и». Во втором примере «В этом году в октябре так же холодно, как обычно бывает в декабре» так – это наречие, «же» – частица. Сравните предложения, взятые из стихотворений нашей современницы, кыргызстанского поэта Светланы Георгиевны Сусловой. Между частями сложно сочиненного предложения чаще всего ставится запятая. Но вманит в путь нездешняя звезда, и стаи улетают, улетают. Однако, иногда ставится тире перед союзом «и», если в предложении содержится резкое противопоставление или указывается на быструю смену событий. Лишь оттает, и снова проглянет трава из-под листьев. Внимание! Запятая не ставится между частями сложно сочиненного предложения, если обе части имеют общий второстепенный член. Осенью летят по ветру паутины, и хлеба уже давно в снопах. Осенью – обстоятельства, которые относятся и к первой части, и ко второй. Запятая не ставится, если обе части представляют собой вопросительные предложения. Любите ли вы осень? Как относитесь к поездкам в горы? Запятая не ставится, если обе части – это односоставные назывные или безличные предложения. Сложно сочиненное предложение с разделительными союзами – это такое сложное предложение, в котором два и более простых предложений связаны разделительными союзами и интонацией. Разделительные союзы: или, иль, либо, повторяющийся союз то, не то, не то, то ли. Сложно сочиненные предложения с сочинительными разделительными союзами употребляются в значении чередования или взаимоисключения. Разделительные союзы могут определять смысловые отношения чередования событий. Поздней осенью то моросил дождь, то падали крупные хлопья снега. Также разделительные союзы употребляют в значении взаимоисключения значений и действий. Либо сорвешь сочную грушу с ветки, либо найдешь в мокрой листве забытое ароматное яблоко. Между частями сложно сочиненного предложения запятая ставится перед одиночными союзами. Например, хмурым осенним вечером ни о чем не хочется думать, запятая. Или бродят мысли и воспоминания мутные, неясные, как сон. При повторяющихся союзах запятая чаще всего ставится перед вторым или третьим союзом. Например, то как будто падал туман, то вдруг припускал косой дождь, то вновь сквозь тучи показывалось солнце.
В нашей постоянной рубрике «Слово дня» сегодня слово, актуальное для осеннего сезона. Это слово «хандра». Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, писал Александр Сергеевич Пушкин в своем романе «Евгений Онегин». Слово «хандра» является переоформлением латинского ипохондрия, в переводе тоска, хандра, от греческого ипохондрия – живот. Это слово заимствовано русским языком непосредственно в виде слова ипохондрия. Позже оно трансформировалось в хандру. Запятые не ставятся в сложно сочиненном предложении с разделительными союзами, если части предложения соединены общим второстепенным членом, только изредка. Запятая не ставится, если обе части сложно сочиненного предложения являются вопросительными, восклицательными или побудительными предложениями. Например, это спелые желуди или ты сорвал их. Если обе части сложно сочиненного предложения имеют общую придаточную часть, когда наступят осенние каникулы. Или если части объединены общим вводным словом. Возможно. Сложно сочиненное предложение с противительными союзами – это такое сложное предложение, в котором два или более простых предложений связаны противительными союзами и интонацией. Противительные союзы: а, но, да в значении но, зато, однако, не только, но и. В сложно сочиненных предложениях с противительными союзами одно явление противопоставляется другому. Стоят ясные теплые дни, а в нашем саду на астрах роса не высыхает в течение всего дня. Здесь информация о невысыхающей на цветах в саду росе противопоставлена информации из первой части о том, что дни стоят ясные и теплые. Значит, наступила осень, и дни не такие жаркие, как летом. Противительный союз «а» в этом сложно сочиненном предложении употреблен в значении противопоставления. Часто в сложно сочиненных предложениях с противительными союзами второе явление не противопоставлено первому, а сопоставляется с ним. Одни листья багряные, а другие глянцево-коралловые. Союзы «зато», «но зато» указывают на возмещение того, о чем говорилось в первом предложении. Осенние вечера холодны для прогулок, зато многоцветие опадающей листвы поднимает настроение. Много труда предстоит ему осенью, но зато зимой он отдохнет. Обратите внимание, в простых предложениях «же» – это частица. В сложно сочиненном предложении «же» может выступать в роли союза. В предложении «дождь этой осенью шел неделями» настроение же было легкое, улыбчивое. Он употреблен в значении сопоставления окружающей среды с состоянием человека и находится не сразу после запятой, а после слова «настроение», переводя акцент на него. Запятая ставится перед одиночными противительными союзами «а», «но», «да» в значении «но», «зато», «однако» в значении «но». Обратите внимание на примеры. Солнце село,
но в лесу еще светло. Вчера прошел дождь, а сегодня небо ясное, глубокое, синее. Лиза любит осенние цветы, да букеты из листьев клена милей ее сердцу. Айдар не сыграл сегодня в Counter-Strike, зато помог родителям со сбором урожая. Запятая ставится в сложно сочиненном предложении перед второй частью двойного союза не только, но и. Не только в листопад люблю бродить по дорожкам сквера, запятая, но и в дождливый ненастный день с удовольствием совершаю прогулки. Подведем итоги урока. Чтобы отличить сложно сочиненные предложения от других сложных предложений в письменной и устной речи, достаточно помнить, что эти сложные предложения состоят из двух и более грамматических основ. Части сложно сочиненного предложения равноправны между собой, и невозможно задать вопрос от одной части к другой. Части сложно сочиненного предложения связаны между собой сочинительными союзами. Проверим, внимательно ли вы слушали материал урока. Ответьте на утверждение «верно», если оно правильное, и «неверно», если утверждение ошибочное. Сложное предложение – это предложение, которое состоит из двух или нескольких простых предложений. Сочинительные союзы то, не то, не то, не повторяющиеся. Если простые предложения в составе сложно сочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то не ставится запятая. Союзы в сложно сочиненном предложении принято разделять на три группы. Союзы «а», «но», «зато» и «то» – это сочинительные союзы. Надеюсь, что все вы успешно справились с этим заданием. Если у вас возникли затруднения, пожалуйста, пересмотрите этот телеурок еще раз. Выполните домашнюю работу. Оглянитесь вокруг. Какая красивая, насыщенная яркими красками осень в этом году. Вдохновившись окружающей нас красотой природы, составьте небольшой текст из 10-15 предложений на тему «Золотая осень». Используйте в своем тексте преимущественно сложно сочиненные предложения с сочинительными союзами, употребленными в разных значениях. На этом наш сегодняшний урок завершен. До новых встреч!